IT і парк высокіх тэхналогій гісторыя неверагоднага поспеху на фоне дэградацыі традыцыйнай беларускай прамысловасці. Гэткі стэрэатып пануе ў айчыннай інфармацыйнай прасторы. Аднак, як і любая прыгладжаная легенда, яна даносіць далёка не ўсю праўду. Як насамрэч нараджаліся мільярдныя беларускія IT-стартапы, якія заканспіраваныя чэмпіёны прамысловасці выраслі ў Беларусі. Я Ольга Ратмірова, і пра ўсё гэта мы пагаворым з інсайдерамі ў сённяшнім выпуску перадачы «Шчыра кажучы». Они говорят сейчас о тех же вещах, о которых мы думали в 90-е годы. Это нишевые продукты. Это чаще всего на узких рынках, куда большим компаниям заходить нет смысла. То, что мы воспринимаем как репрессии, они воспринимают это как защиту от хаоса или еще что-то. Огромный кусок расходов, он сразу закладывается на содержание штата бумажных людей. У нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами. Ці правда, что идея стварэння ПВТ належала Александру Лукашенко? Я могу сказать, что именно благодаря тому, что он лично не понимал в этом ничего и не вмешивался в деятельность этой отрасли, и то, что для большинства чиновников это также было терра инкогнито, эта отрасль могла развиваться в Республике Беларусь. Першы дырэктар парку высокіх тэхналогій Валерый Цепкало сцвярджае, што ідэя стварэння беларускай сіліконавай даліны належала яму, а ад задумы да пачатку рэалізацыі праекту прамінула 1,5 года. И мне в какой-то момент казалось, что уже не удастся это провести, потому что здесь как раз принцип такой у нас в государстве был, принцип определенного стагования, что ли, и каждый чиновник должен был поставить свою подпись. То есть, смотрите, если, допустим, какая-то идея когда-то еще могла исходить от Лукашенко, то эти, как правило, документы принимались достаточно быстро. Вот если ему пришла идея бороться с тунеядцами, да, то в течение нескольких недель сразу же был готов документ. Яшчэ адным ініцыятарам стварэння ПВТ называюць уплывовага чыноўніка яшчэ з часоў БССР Михаила Мясніковіча. У розныя перыяды ён займаў высокія пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, памочніка прэзідэнта па асаблівых даручэннях і прэм'ер-міністра Беларусі. А на момант стварэння парку высокіх тэхналогій быў старшынёй прэзідыуму Акадэміі навук. Такім чынам, да стварэння ПВТ спрычыніліся маладыя тэхнакраты і вопытныя наменклатуршчыкі. Сам Мясніковіч, аднак, прыпісваў вынаходжанне ПВТ Александру Лукашенку. Ідэю стварыць парк высокіх тэхналогій упершыню вылучыў кіраўнік нашай дзяржавы. Прэзідэнт адзначыў, што сёння нашая задача не толькі развіць існы патэнцыял інфармацыйнай індустрыі, але і галоўным чынам забяспечыць пераўтварэнне традыцыйных галінаў эканомікі на базе сучасных тэхналогіяў. Парк высокіх тэхналогій быў створаны ў 2005 годзе. У 2006 яго экспарт склаў $22 мільёны і кожны год рос. У 2017 ён дасягнуў ужо 1 мільярда, у 2019 паводле справаздачаў ПВТ болей за 2 мільярды. У 2019 годзе доля сектара інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіяў склала 6,2 ВУП. Гэта амаль як сельская, лясная і рыбная гаспадарка – 6,8. Такім чынам, Беларусь ужо такая самая айцішная, як і аграрная. Офісы распрацоўкі ў Менску адкрываюць і сусветна вядомыя кампаніі. Напрыклад, яго мела амерыканская Fitbit, другі па велічыні пасля Apple пастаўшчык разумных гадзіннікаў. У пачатку гэтага года Fitbit была купленая Google. Але цяперашняя сацыяльна-палітычная сітуацыя можа запаволіць развіццё галіны высокіх тэхналогій у нашай краіне, лічыць IT-прадпрымальнік Иван Веденин. Люди, которые имеют как раз более такой стратегический взгляд на перспективу, на будущее, которые думают, а куда дальше развивать компанию. Мы понимали, что тут будет ухудшаться бизнес-климат, что вряд ли мы найдем тут инвестиции, потому что наши инвесторы не рискнут сюда вкладывать. То есть, вот такие настроения. А у коллег, которые тоже стартаперы, там каждый второй думает о том, чтобы уже релоцироваться, то есть в более безопасную среду. Потому что, тот термин «правовой дефолт», он значит, что мы не можем быть уверены, что право, закон защищает нас ни в чем. То есть, что мы не можем в суде решать какие-то вопросы.
Паводле звестак портала DevBuy на студзень 2021 года амаль 15% IT-спецыялістаў з'ехалі працаваць за мяжу. Паводле ацэнак дырэктара IT-холдынгу Белхард Ігора Мамоненкі, у Беларусі ўсяго каля 200 тысяч айцішнікаў. Значыць, рэлакацыравалася каля 30 тысяч спецыялістаў. У выніку, паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Эканоміка па-беларуску», сёлетні студзень стаў першым за 5 гадоў, калі быў зафіксаваны атоп кадраў з IT-галіны. Напрыклад, пасольства Латвіі на наш запыт адказала, што ў 2020-м у гэтую краіну пераехала амаль 20 тэхналагічных і IT-прадпрыемстваў з Беларусі. Для параўнання, у ПВТ цяпер зарэгістравана амаль 1000 рэзідэнтаў. Ужо цяпер з дапамогай простага падтрымання латвійскага агенцтва інвестыцыяў і развіцця ў Латвіі адкрытыя 10 новых прадпрыемстваў з беларускім капіталам. Там працуюць адмыслоўцы з папярэднім досведам у такіх вядомых у свеце кампаніях і арганізацыях як NASA, Rolls-Royce, Bloomberg, Google і SpaceX. З меркаванняў бяспекі гэтыя кампаніі хочуць захаваць канфідэнцыйнасць. Асаблівасць дзейнасці ПВТ ў тым, што ён у значнай ступені працуе на экспарт. Па словах прэм'ер-міністра Беларусі, $2,5 мільярда у 2020 годзе. Дэкрэт нумар 8, падпісаны Лукашэнкам у 2017 годзе, павінен быў стымуляваць распрацоўшчыкаў больш працаваць на ўнутраны рынак. Вау-эфекту гэта не зрабіла. Агулам аб'ём софту для ўнутраных патрэбаў сапраўды пачаў расці, але ўсё роўна меншы за экспарт у 10 разоў. Сярод прадуктаў рэзідэнтаў ПВТ для ўнутранага рынку прыкладанні для віртуальнага тэст-драйву Белазу і прадукцыі Магілёў Ліфтмаш. Частка распрацовак ажыццяўляецца пад дахам дзяржавы, у прыватнасці ў навукова-даследчых институтах. Одно направление – это государственные научные программы ГПНИ. Второе направление – это государственные научно-технические программы. Их курирует Комитет по науке и технологиям. И третье – это гранты, которые выдаются Белорусским фондом фундаментальных исследований. Есть четвертое еще, так называемые хоздоговора. Это вот запрос завода или какого-то производства на выполнение определенной задачи. Ученые решают эту задачу, и завод им за это платит деньги. Былы супрацоўнік Акадэміі навук распавядае, што на дзяржзамову раней, напрыклад, вырабляліся спадарожнікі, беспілотнікі і сістэмы пажаратушэння. Цяпер ідзе праца над стварэннем біяметрычнага пашпарту і вытворчасцю па асабістым указанні Лукашэнкі беларускіх электрамабіляў. Але агулам, па словах хіміка-даследавальніка Сергея Бесараба, рэалізацыі прасунутых ідэй пад шыльдай той самай Акадэміі навук перашкаджае бюракратызм. Таму адмыслоўцы або сыходзяць у прыватныя, у тым ліку IT-кампаніі, або з'язджаюць за мяжу. Конечно, это неправильно. И вот опять же, типичный пример я вам приведу. Моя знакомая, отработав здесь, в Беларуси, как бы защитившись, она уехала в Россию, в Санкт-Петербург, вот в этот известный университет ИТМО. Очень известный, как бы, в России, один из самых прорывных. И я спрашиваю у него, как дела вообще, как отличается от Беларуси. Вот представь, мне вечером пришла идея. Я быстренько в Телеграм нашему снабженцу пишу, что мне нужны такие-то реактивы, там час ночи, да, такие-то реактивы. С утра я прихожу к 11 на работу, у меня эти реактивы на столе. Понимаете, в Беларуси о таком можно только мечтать. Как вы думаете, это способствует вообще научной работе? Способствует появлению каких-то разработок? Это способствует выработке терпения? Если человек пришел достаточно импульсивный, то за 2-3 года в академии он как бы учится терпению, либо уходит в IT. Як кажа Сергей Бесараб, бюрократыя не толькі запавольвае распрацоўкі, але робіць даражэй іх і іх укаранення. Огромный кусок расходов, он сразу закладывается на содержание штата бумажных людей, которые занимаются именно документооборотом, легализацией бумажных вот этих разработок. Это имеет место и в науке, это имеет место и в производстве. Стоимость этих затрат, она может быть 2-3 раза больше, чем стоимость самой разработки. На Западе изобретатель может просто продать свою разработку, и она сразу поступит к потребителю. У нас ты должен отдать свою разработку администрации, которая отдаст второй администрации, третьей администрации, четвертой, которая отдаст это на реализацию. То есть 5-6 таких вот прослоек, и вот из этой массы и формируется вот эта условная, скажем так, добавочная стоимость.
продуктов. На дзяржаўную замову працуе і ПВТ. У пачатку гэтага года запрацавала створаная за сродкі парку новая версія сайту Александра Лукашэнкі. Паводле дзяржпраграмы развіцця лічбавай эканомікі і інфармацыйнага грамадства на праектаванне і ўкараненне сучасных тэхналагічных рашэнняў для інтэрнэт-партала Лукашэнкі было выделена больш за 2,5 мільёна рублёў. Першы дырэктар ПВТ Валерый Цыпкала прапануе стварыць сістэму бізнес-інкубіравання на прыкладзе IT-індустрыі і ў іншых галінах эканомікі. Почему нельзя такой же режим и такие же методы мотивации использовать в автомобилестроительной отрасли, в строительной отрасли, приборостроении, да, и в других отраслях экономики Беларуси? Естественный вопрос. То есть если это показало свою эффективность, если это показало, что государство может действительно создать условия, при которых увеличивается и поступление в бюджет, где средняя заработная плата стала $2300 по отрасли, почему действительно не экстраполировать этот успех, этот опыт на всю экономику Беларуси? Між тым, вельмі паспяховы беларускі бізнес – гэта не толькі IT-кампанія. У нашай краіне працуюць некалькі дзесяткаў так званых схаваных або нішавых чэмпіёнаў. Распавядае Павел Данейка, дырэктар эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Берег». Это нишевые продукты. Это чаще всего на узких рынках, куда большим компаниям заходить нет смысла. Если у вас там 10 миллиардов оборот и задача растить на 10%, то входить на рынок 100 миллионов бессмысленно. В Беларуси это не только высокотехнологичные компании. Нішавымі чэмпіёнамі можна назваць такія кампаніі, як «Ізавак», вытворцу аптычных пакрыццяў, у тым ліку напылення для шкла, iPhone, iPad, «Белтекс Оптикс», вытворцу аптычных прыбораў і абсталявання, «Полімайстер», адзінага ў свеце серыйнага вырабніка наручных дазіметраў, «Адані», вытворцу медыцынскага абсталявання, «Тэхнатон», які вырабляе абсталяванне для маніторынгу транспарту і кантролю паліва. Фірма «Алютек», заснаваная ў 1996 годзе, займае лідзіруючыя пазіцыі на рынку ралетных сістэмаў краін Усходняй Еўропы. З'яўляецца вядучым вытворцам алюмініевых профільных сістэм у СНД. Нішавыя чэмпіёны не любяць свяціцца, перадусім, каб не прыцягваць да сваёй залатой жылы ўвагу. І не толькі з боку магчымых канкурэнтаў, зазначае Павел Данейка. Представьте себе, вы попали в 50 лучших бизнесменов страны. В 3 странах. Вечером у этих людей, которые попали в 50 лучших предпринимателей страны, звонит телефон. Но в России, в Украине, когда он снимает трубку, ему говорят: поздравляем, молодец. В Беларуси, когда он снимает трубку, там слышится: парень, мы думали, что ты серьезный человек, как ты мог так влипнуть? Известность в 2000-х, промелькнуть в прессе, это означало проверки, внимание и так далее. Это потом изменилось, конечно, такого не было, и мы видели последние годы, вот, что бизнес стал более открытым. Но сейчас опять как бы такая ситуация, когда все предпочитают уйти в безвестность и не хотели бы, чтобы их названия использовались в прессе, в любой прессе. Чаму IT бадай самая адкрытая галіна эканомікі? За кошт чаго адбыўся поспех беларускіх IT-кампаній? І чаму многія нашы IT-адмыслоўцы ды IT-бізнесоўцы пайшлі ў палітыку? Пра гэта мы пагутарылі ў студыі, шчыра кажучы, з IT-бізнесоўцам Максімам Баграцовым, былым топ-менеджерам ІПАМ, а цяпер чальцом координацыйнага савету. Калі і як вы зарабілі свае першыя грошы? Наша школа, нас набирали в эпизоды на Беларусьфильм. Я помню, что где-то в 1 или 2 классе заплатили мне 10 рублей. Ну и дальше это уже были какие-то небольшие, опять же, компании или договора. Скорее, сейчас это называлось бы фриланс. Ну, то есть мы тогда учились и параллельно пытались делать какие-то проекты в университете. А першие великие гроши? Ну, я помню, когда удалось купить первую подержанную машину за несколько тысяч долларов, это было ощущение уже достаточно больших денег по тем временам. Угу. То есть тогда зарплата вот в Минске программиста тогда, наверное, 300, 400, 500 долларов, это считалось хорошие деньги. Вы працавалі у вядомай кампаніі. А расскажыце, калі ласка, з якой пасады, з якіх функцый пачыналі свой шлях кар'ерны? Обычный инженер, собственно, ну вот разработчик. И опять же, большинство людей, мы все практически начинали с одной и той же точки, просто потом, в зависимости от того, как получается, развивается бизнес, развиваешься сам вместе с бизнесом. А чему съехали працаваць у США? Потому что на тот момент
Мы объективно на ощупь пытались придумать вообще, как можно организовать такой бизнес, вот, и как вообще это может работать. А Соединенные Штаты для вот такого цифрового бизнеса уже тогда, в 90-е годы, это была мекка абсолютная. То есть там был Microsoft, который вот все, это тогда была самая такая крутая компания, там были все остальные. И, безусловно, как бы, с одной стороны, было ощущение, что учиться надо там, вот, если хочешь что-то посмотреть, и рынки там. Что очень важно, мы сегодня разговаривали с одним из секторов белорусской экономики, не буду говорить какой, и вот я заметил, что они говорят сейчас о тех же вещах, о которых мы думали в 90-е годы. У адным са сваіх інтэрв'ю вы сказалі, што Менск гэта ідэальнае месца для распрацоўкі софту. Да, тут тоже, текущая ситуация, вот политическая, социальная, она, конечно, никоим образом не помогает. Любой бизнес такого типа глобальный – это репутационный бизнес. Отключение интернета, когда репрессируют бизнес, когда репрессируют индивидуальных людей, когда в новостях очень много справедливого негатива в силу прав человека, когда каждый раз, когда большая компания рассматривает географические, геополитические риски работать в том или ином регионе, те нерешенные проблемы социально-политические, которые у нас сейчас есть, они, безусловно, бьют по репутации очень сильно. У 2020 годзе айцішнікі ў Беларусі такую выказалі неверагодную актыўнасць сваю, да, і грамадзянскую пазіцыю паказалі. Калі асабіста вы пачалі цікавіцца палітычным і грамадскім жыццём? Ну, тут, наверное, надо разделить на несколько частей. Я думаю, что вот коллеги из моего цеха, многие, они участвовали в гражданской, в социальной жизни всегда. Просто как бы была граница политики. И эта граница была очерчена совершенно четко, в первую очередь, властями. А для многих моих коллег всегда было важно находить позитивную повестку и как можно позитивно влиять на то, что происходит в стране. Тое, што тычыцца вас. Пасля выбараў вы прыехалі ў Беларусь. Чаму? Год назад вы бы спросили у меня этот вопрос, я бы рассмеялся, сказал, вы что, какая политика? Но лето это поменяло много чего. Мы наблюдали издалека, вот из-за ковида не было возможности прилетать какое-то время. Ничего не летало в Беларусь, ничего не летало через океан. Мы наблюдали, как здесь развивалась политическая ситуация. Ну и потом был август, и произошло то, что произошло. То есть это был уже тот момент, где оставаться просто так нейтральным было очень сложно. Вы настолькі багаты чалавек, што можаце дазволіць сабе доўгі час быць беспрацоўным? Ці у вас есть намер зрабіць палітычную кар'еру? Я бы не называл это словом богатым, ну, как бы обеспеченный, но это тут... В Беларуси есть достаточно гораздо более богатых бизнесменов и гораздо более богатых людей, чем я. Ці пытаюць вас, чаму вы яшчэ на волі? Конечно, я стараюсь высказываться достаточно аккуратно, чтобы не ускорять, не упрощать работу, если вдруг репрессивная машина включается, а она у нас видно, она у нас включается, чуть ли не случайным образом. Это ничего не защищает, никаких гарантий не дает, безусловно. А вторая вещь, то, что, конечно, если еще меня добавить к этому всему, в какой-то момент сейчас наша экономика и наш имидж, да, в мире, и среди инвесторов, и среди бизнесменов, и среди партнеров, он продолжает идти вот так. Мы пока еще ничего не сделали, чтобы вот эту траекторию хотя бы до дна достать. То есть вот даже там последние несколько недель дела журналистов. Вот девушки из Бетсата или то, что у нас идет Тутбай. Поверьте мне, значит, вот с этой точки зрения это огромный удар по репутации. А на ваш погляд, Александр Лукашенко, ён ставіў сабе на мэту стварыць квітнеючую краіну? Я абсолютно убежден на 200%, что во всем спектре хороших вещей, которые произошли с 1994 года и плохих, он, безусловно, фокусируется и думает о своих заслугах, обо всем, что произошло хорошо. А то, что мы воспринимаем как репрессии, они воспринимают это как защиту от хаоса или еще что-то. У меня никакого сомнения в том, что у него в голове, что он делает все, как бы, чтобы было хорошо, у меня, конечно, нет. Он считает, что без него все развалится. Які ваш прогноз развіцця падзеяў у весну у Беларусі? Пацяплее? Погода будет лучше.
Я думаю, что, конечно, будет активизация активности. Я думаю, в то же время люди продолжат искать те формы выражения своего мнения, те формы сопротивления, которые будут менее подвержены репрессиям. Чарговыя доследы з допытамі інсайдераў вы можете паглядзець таксама на Smart TV і ў групах Белсату ў Ютубе ды сацыяльных сетках.